Разговоры и шутки по поводу такого учреждения, как ЗАГС, мы слышим буквально с детства. Однако о том, что это аббревиатура довольно важного государственного ведомства, узнаем несколько позже. ЗАГС – это место, где проходит запись актов гражданского состояния. Само собой, когда мы слышим эти 4 звучные буквы, в голове сразу же всплывают торжественные ассоциации, связанные только и исключительно со свадьбой. Играет марш Мендельсона. Сотрудница ЗАГСа зачитывает торжественный текст. Все внимание на молодоженов, обмен кольцами, букет невесты. Но ведь ЗАГС – это далеко не только регистрация браков. Если копнуть прошлое и попытаться ответить на вопрос о том, когда же появились ЗАГСы, то прообраз подобной службы уходит корнями еще ко временам Петра I. Ведь именно он приказал настоятелям приходских храмов записывать в церковные книги данные о рождении, браке и смерти. Можно смело сказать, что до 1917 года работу сотрудников ЗАГСа выполняли приходские священники. К слову, очень рьяно и тщательно. С утверждением советской власти религия была названа опиумом для народа, поэтому полномочия священников перешли в руки специальных учреждений при городских и районных управах. ЗАГСы появились согласно декрету от 18 декабря 1917 года и стали вести специальные книги записи брака, смерти и рождения. С момента своего образования ЗАГСы не предлагали никаких развлекательных мероприятий на свадьбу. Молодожены вносили установленный законом гербовый взнос и ставили свои подписи в нужной графе. Впоследствии работники ЗАГСов стали напутствовать молодых добрым словом, а в дальнейшем возникли традиции, связанные с обручальными кольцами, торжественным маршем и шампанским. После Второй мировой войны процедура бракосочетания превратилась из сухого и скучного занятия в настоящий праздник для жениха и невесты. На сегодняшний день деятельность ЗАГСа не ограничивается лишь регистрацией рождения, брака, развода или смерти. В учреждении фиксируют смену персональных данных, устанавливают факт отцовства, удочерения либо усыновления. Кроме того, работники организации выдают оригиналы документов, делают дубликаты утерянной либо украденной документации, а также восстанавливают определенные актовые записи. Словом, через ЗАГСы проходит значительная часть официальных бумаг, отражающих жизнь всех граждан государства. В 1946 году это ведомство было создано и в тогда еще рабочем поселке Сибай. Отдел назывался Сибаевский поселковый совет, и относился он к Баймакскому району вплоть до 1955 года, момента, когда городу был присвоен официальный статус. Спустя 70 лет ЗАГС до сих пор функционирует, и уже трудно представить Сибай без этого учреждения, где побывал практически каждый горожанин, что называется, с пеленок. Законом о браке и семье Республики Башкортостан рождение ребенка в семье Надькиных Андрея Анатольевича и Татьяны Александровны зарегистрировано. Городской отдел ЗАГС обрел свое постоянное место прописки по улице Заки-Валиди более 20 лет назад. Но где бы он ни находился, основную ценность всегда представлял коллектив. Мадина Мутаева, Фаима Арсланбекова, Вера Баландина, Мендзифа Кумушкулова, Гузель Каипкулова, Сакина Шейхисламова, Роза Ибрагимова, Гульфия Махьянова, Каугар Заманова. Именно они заложили славные традиции и ответственный подход к работе специалистов ведомства. Сегодня коллектив ЗАГСа небольшой, всего-то 4 человека. И как им удается справляться с таким объемом работы, нам так и осталось неизвестным. Все они с ослепительными фирменными улыбками признаются, что любят свое дело, несмотря ни на что. Я люблю свою работу, люблю свою профессию. Коллектив, в котором работала в прежнем коллективе и сейчас, меня все очень устраивает. Я люблю своих сотрудников, коллег, своих руководителя своего, Айгуль Оксану Бухарбаеву. Эвелина Анатольевна сегодня является одним из сторожилов ЗАГСа. В системе она трудится уже 27 лет. Поначалу, как и все, считала, что деятельность сотрудников учреждения заключается лишь в словах «объявляю вас мужем и женой». На деле оказалось все по-другому. И помимо колоссального объема бумажной работы приходится ежедневно сталкиваться с человеческими эмоциями, радостью от рождения малышей, окрыленностью молодоженов от бракосочетания до горечи утраты от потери близких у горожан. Для нас тоже потеря человека – это неприятная вещь, потому что видишь, человек плачет, слезы людей, переживания. Мы же ведь люди. Все это через себя, можно сказать, пропускаешь. Единственное, только надо себя успокаивать, мы не должны подвергаться эмоциям, мы должны хладнокровно оформлять свои документы, чтобы не допускать ошибок. Ну и, соответственно, качественную консультацию дать человеку. Эвелина Анатольевна за время своей работы в ЗАГСе застала и тот момент, когда осуществлялся переход от рукописного оформления документации к автоматизированному. До августа 2002 года все актовые записи составлялись вручную, а потому почерк, грамотность и аккуратность специалиста имели огромное значение.
Вот на тот момент, когда я поступала на работу, мой почерк посмотрели, обратили внимание. То есть я не хочу сказать, что у меня был красивый почерк, но в процессе работы с годами он у меня улучшился. То есть каждую букву мы должны были написать, чтобы отличалась О от А, Т от Ш и так далее. Вот. В настоящее время, поскольку мы работаем на компьютерах, это уже не требуется. В уже современные реалии работы несколько лет назад окунулась и Ляйсян Аралбаева. По образованию юрист, по душевному настрою артистка. Как раз все, что нужно для такого рода работы. Считает, что проведение трудовых будней в ЗАГСе послано ей судьбой. В какой-то момент я искала работу и заглянула сюда, и как раз было место свободное, как бы вакантное, временное. Я написала заявление, меня приняли. 2 года я поработала, посмотрела. Оказалось, что эта работа настолько увлекательная, интересная и очень приятная, в эмоциональном плане разносторонняя. И оказалось, что это мне все очень понравилось. На какое-то время я уходила, потом вернулась снова, и сейчас где-то больше 3 лет я работаю здесь. Мне здесь все нравится, и менять не хочу, и хочу работать столько, сколько будет возможно, конечно, потому что это работа очень интересная. Самая очевидная и заметная глазу работа специалистов ЗАГСа – это, конечно же, регистрация брака, особенно если проходит она в торжественной обстановке. Масса гостей, волнующиеся новобрачные, сценарий церемонии – все накладывает свой отпечаток не только на мероприятие, но и на самого ведущего. Свою первую регистрацию брака помните? Нет, это было как во сне. Кстати, вот эта вот первая регистрация, это была как во сне. Дрожало абсолютно все, и ручка в руках, и я сама, и текст не могла говорить. Все это было очень... Казалось, что это самое страшное, что вообще может быть. Сейчас, конечно, немножко изменилось, и регистрировать вроде бы спокойнее, но все равно волнение всегда присутствует. При каждой регистрации, конечно. Свою первую регистрацию я помню. Это была, мы называем такие регистрации полуторжественные, то есть мы включаем магнитофон, марш Мендельсона. Прекрасно помню, и помню, что все сбежались, мои сотрудницы, посмотреть, как это происходит. Чуть-чуть напутала порядок, но, в принципе, как говорила потом Елена Анатольевна, что у нее комок стоял в горле. В среднем торжественная церемония бракосочетания длится 30 минут. Особый бум новобрачных пришелся на годы совпадающих чисел. Например, 11 было проведено более 20 регистраций с утра до позднего вечера. Именно эту дату почему-то запомнили все сотрудники. Стоит отметить, что проводя брачные церемонии, которые еще с давних времен были окутаны суевериями, сами работники ЗАГСа суеверными себя не считают, но все же плохие приметы у них есть. Если колечко падает во время торжественной регистрации, это вот очень неприятная ситуация, которую мы боимся. Мы не любим эту вот, мы ведущие регистрацию, стараемся не допускать такой ситуации. Я сама не суеверна, хотя бы потому, что сама вышла замуж в високосный год, и слава Богу. И всегда всем советую выходить замуж в високосный год и жить вопреки всем этим суевериям. Был момент, когда упало колечко, и я помню, как очень сильно расстроилась невеста, но такой жених был прям молодец. Он ее прям расцеловал чуть ли не там всю, сказал, все будет хорошо, у нее были слезы на глазах, но было это так трогательно, так красиво, что вот этот казус, он исчез сам по себе, потому что было видно, как он ее любит. То есть вот он ее так поддержал, и хвала этой паре. Ну, живут по сей день, точно знаю. Быть в курсе жизни сибайцев и сопровождать их в самые важные моменты – такая у них работа. А потому и черты характера, и приобретенные качества затачиваются уже именно под профессию. Работники отдела ЗАГС обязательно должны разбираться в психологии, потому что очень много посетителей, очень часто это проблемы какие-то, которые нужно, да, если не помочь, то хотя бы показать, в какую сторону смотреть человеку. Обязательно быть внимательным, обязательно требовательным к себе, самообразовываться, учиться, читать, смотреть постоянно. Ну и в творческом плане, конечно, работа с регистрацией брака, сценариями, это тоже требует какой-то работы над собой. Помимо сибайцев, услугами городского отдела ЗАГС пользуются и жители ближайших районов республики и соседних областей, а потому ежедневных юридических забот у сотрудниц хватает. Выполнять всю работу быстро и качественно удается не только за счет стремления самого коллектива, но и благодаря умелому руководству. Вот уже 6 лет отделом ЗАГС руководит Айгуль Бухарбаева. Ценность своих сотрудников и кропотливость всей работы она знает, как никто иной.
Распределены у нас обязанности, конечно же. Что посложнее мы берем на себя, это беру я, как начальник отдела, и главный специалист-эксперт Евгения Анатольевна. Но, конечно же, большое спасибо хочется сказать. Мы ее называем нашей мамой. Это наша сотрудница Зулейха Апай, Уилданова Зулейха Хуснидиновна. Она проработала в этом ЗАГСе более 16 лет. И благодаря ее добрым рукам мы находимся в чистом ЗАГСе, и это наша мама, которая всегда поддерживает нас, напоит вовремя чаем, если мы забываем об этом, и во время между регистрациями, потому что мы практически без обеда оказываемся, она нам напоминает, накормит, напоит. Большое ей за это спасибо. Помимо уже перечисленных обязанностей, сотрудники городского отдела ЗАГС являются организаторами уже полюбившихся у сибайцев очень трогательных мероприятий. Это чествование юбиляров супружеской жизни, пар, проживших совместно 50, 60, 70 и 75 лет. Их собирают под сводами Дворца бракосочетания, вручают поздравительные адреса и памятные подарки от имени главы республики. А возрастные новобрачные делятся секретами долгой счастливой семейной жизни и вспоминают свой самый первый вальс. Еще одно ставшее традиционным мероприятие – это чествование 100-го, 500-го и 1000-го зарегистрированного ребенка. Начиная с 2011 года именно 1000-му малышу вручается подарок из рук главы города. Славная церемония полюбилась горожанам, и в этом году сибайцы ждут, в чьей семье родится счастливчик. Количество жителей нашего города ежегодно растет, и этот проект до сих пор существует, так как считаю, что он действительно нужен для нашего города. Долгожданный ребенок у нас родился, и вот еще оказался 1000-м. Это было нам неожиданно. Мы были, не знаю, на 7-м небе. Нас узнал не только Баймакский район, но и весь Башкортостан. Нас показывали и по телевидению, и по радио рассказывали неделю, и в газетах писали. Эмоций вообще очень было много. Хоть прошло 2 года, до сих пор мы это помним. С рождением, конечно, она изменила нашу жизнь, это понятно, но в то же время и прославила. Потому что, когда нам сказали, что наша дочка 1000-я, мы были очень сильно удивлены, ну и, конечно, рады. Даже, не верилось. Казалось бы, в ЗАГСе все как на ладошке. Все были и в кабинетах, и в торжественном зале. Но вот за эту железную дверь разрешено заходить не каждому. А это святая святых отдела ЗАГС. Архив. На этих полках хранится вся история Сибая. Все, кто родился, женился, развелся и умер, начиная с 1946 года. Всего архив насчитывает порядка 3000 томов. Заглядывать на страницы этих многочисленных томов непосвященному человеку нельзя. Закон запрещает. Даже нашей съемочной группе разрешили посмотреть лишь на зашифрованный переплет, и не больше. Все-таки именно эти архивные документы представляют большую ценность и несут огромную юридическую значимость. Насколько здесь, в этой маленькой комнатке, колоссальный труд, можно судить по статистике. За 70 лет существования ЗАГСа специалистами отдела было составлено 57 428 актов о рождении, 27 696 актов о заключении брака, 10 366 записей о расторжении брака и 29 549 актовых записей о смерти. И каждая из них – чья-то судьба. Эти милые и улыбчивые сотрудницы ЗАГСа тщательно пишут историю сибайцев, хотя они уже и сами стали частью истории. Срок хранения некоторых документов – 100 лет, и за это время будут меняться законы, порядки и люди. Но суть работы сотрудников ЗАГСа останется неизменной. Они были, есть и будут свидетелями событий жизни не только страны, но и каждого человека.